Здравствуйте, уважаемые коллеги. На презентацию. Я немножко скажу вводное слово, чтобы не мешало. Моя цель моего сегодняшнего выступления – немножко погрузить вас в ту нормативную базу, внутри которой работает библиотечная сеть, и рассказать тенденции, которые мной были подслушаны на двух очень крупных мероприятиях для библиотечной отрасли. Это форум публичных библиотек, который был в Петербурге, и совещание директоров центральных и федеральных библиотек. Я очень благодарю Ольгу Рудольфовну за то, что у меня была такая возможность. Вот. Название будет вами. Спасибо большое. Я немножко начну издалека, потому что все то, что сейчас будет перечислено на экране, это все равно касается нашей с вами работы. Наше государство выстроило национальные цели, которые перед вами. Если вы обратите внимание, все эти национальные цели так или иначе пересекаются с нашей деятельностью. То есть в любой из них мы обязательно найдем частичку того, что делает, что входит в функции любой библиотеки. Из национальных целей, которые были выставлены как приоритеты, государство выработало национальные проекты. Они были разделены на 3 блока, сейчас они перед вами, всего нацпроектов 13. Я подчеркнула те, которые опять же касаются именно нас, чтобы мы имели в виду, что библиотеки сейчас это не просто отрасль, или вернее часть отрасли культуры, а библиотеки это определенная институция, на которую возлагаются очень большие обязанности, да, и задачи перед ней ставятся достаточно серьезные. Что здесь я могу обратить внимание? Наш нацпроект – это культура. Ну, также вот все те, которые здесь перечислены, это тоже нас очень касается. Нацпроект «Культура», он делится, это как инструмент, да, достижения национальной цели. Он делится на 3 подпроекта федеральных, которые тоже вы, наверное, все знаете, но я их перечислю. Это культурная среда, творческие люди и цифровая культура. Старт дан был в 2019 году, цели перед нами тоже поставлены, да, и мы стараемся их обязательно достичь. Также есть еще, помимо федеральных проектов, государственные программы. Их всего 40. Нас с вами касается, я сейчас перечислю те, которые касаются библиотек, вот здесь подчеркнула, да, те, которые нас затрагивают. Это непосредственно не касаемые отрасли культуры, но тем не менее тоже мы здесь звучим. Вот. И тоже обращу внимание, что развитие науки и цифровая трансформация – это тоже определенные функции, которые сейчас на библиотеку возлагаются. И развитие культуры – это вот именно наша программа. Здесь я обращу внимание на те задачи и те результаты, которые мы должны достичь. Не буду, наверное, перечислять, потому что достаточно большая презентация, потом, если что, мы выложим. Но, тем не менее, срок у нас 2030 год, и мы должны к этому моменту все вот эти показатели выполнить. По развитию культуры, по государственной программе, она подразделяется, в свою очередь, на стратегии. Наши с вами стратегии – это стратегия государственной культурной политики до 2030 года, да, и стратегия развития библиотечного дела. Вот. Помимо прочего, важные для деятельности библиотек еще стратегии. Я обращу внимание на 2. Это стратегия национальной безопасности, потому что ее концепция красной линии проходила по всем вот этим 2 перечисленным мероприятиям. И стратегия государственной национальной политики. Вот они очень тесно переплетаются с государственной культурной политикой до 2030 года. Ну, помимо прочего, вы, наверное, когда смотрите вот эти все стратегии, да, концепции, вы видите, что по ним мы так или иначе всегда с вами отчитываемся. То есть они действительно проходят через всю нашу с вами деятельность. Стратегия развития библиотечного дела. Стратегия – это планирование долгосрочное. Да? И вот я обращу внимание, что в статье 15 о библиотечном деле здесь подчеркнуто, что государство на себя берет обязанность, да, создание условий для устойчивого развития библиотечной сети. Это свободный доступ к информации, приобщение ценностей российской мировой культуры, знаниям и творческой самореализации. Да, это все мы с вами видим. Основные направления развития библиотечной стратегии. Но я здесь тоже перечислю на экране, перечислять не буду, чтобы вы тоже были в курсе, я думаю, вы и так в курсе, что у нас есть. И здесь я бы хотела подробнее остановиться на 2 перечисленных выше стратегиях. Это стратегия национальной безопасности, потому что в ней в 2022 году президентом зафиксированы наши традиционно российские духовно-нравственные ценности, да, которые защищают суверенитет, которые обеспечивают суверенность семьи, межэтническое согласие, культурное достояние и так дальше. Перечислены здесь на экране те
ценности, которые действительно сейчас ставятся во главу угла. И цель, которая стратегии определена, она тоже перед вами. Потом мы уже еще раз будем, когда смотреть выступления федеральных руководителей федеральных библиотек, мы это все увидим. Государственной национальной политики. Здесь, чем нам важна эта стратегия, здесь закреплено понятие культурного кода. Это как раз, поскольку наша страна многонациональная, здесь вот гражданская идентичность — это не просто конкретная, да, отдельная нация, это многообразие этносов, которые, собственно, складываются в вот этот единый культурный код. И вот здесь вот о нем как раз сказано, поэтому тоже я прошу обратить на нее внимание. Помимо федеральных, о которых мы с вами рассказали, от национальных целей до стратегий, у нас есть региональные. Это план мероприятий до 2024 года по реализации стратегии на период 2030 года. Блоки перед вами. Я подчеркнула здесь мониторинги, потому что это тоже очень важная вещь. Обязательно анализировать, насколько эффективно работает сеть, какие потребности у нее есть, что конкретно будем менять и тому подобное. То есть вот это наш основной документ на региональном уровне. Ну и те, которые тоже вы прекрасно знаете, по которым тоже мы отчитываемся, это национальная политика, развитие экономики и промышленности, потому что мы все с вами ведем ЦПТИ, так или иначе развиваем проект «Гений места» и тому подобное, ну и так дальше. Я прошу прощения за картинку, в интернете почему-то РНБ не выложила красивую обложку от своего форума, но теперь мы обратимся именно к тем двум большим мероприятиям, на которых мне удалось побывать и какие итоги я оттуда вынесла. Первое – это Всероссийский форум публичных библиотек. Что здесь? Здесь у нас те приоритеты и то видение библиотеки, которое сейчас транслируется на федеральном уровне, что библиотеки – это драйвер культуры, поскольку мы ближе всего к населению. И сейчас на библиотеку возлагается именно функция воспитательная, просветительская и формирующая личность человека и гражданина. Это очень важно, потому что мы сейчас вот опять уходим от стандартов просто учреждения культуры, которые носят развлекательный и просветительский характер. Ну и вот было сказано, что библиотекарь, мы всегда слышим, да, что мы с вами мультиспециалисты, и здесь тоже было разложено, что это человек, который воедино и рационализм, и творчество в себе объединяет, потому что только такой человек может это дальше вынести нашим читателям. Еще обратите внимание на цель. Она тоже несколькими докладчиками была проговорена. 80% населения России читает не меньше 12 книг в год. Да, вот у нас такие грандиозные с вами задачи стоят. Теперь по тому, что говорили наши основные кураторы. Владимир Руфинович Фирсов, да, и новое видение задач библиотеки. Вот она, воспитательная функция, вот оно, историко-патриотическое направление, которое сейчас тоже красной ниточкой идет. И он обратил внимание, что 10 лет назад библиотека представлялась как досуговый центр. Да, и вообще вот первая волна модельных библиотек, она как раз именно эту цель пыталась достичь. То есть мы должны были каким-то образом людей, не превратиться бы в клуб, да, вот, развлекать. Сейчас очень кардинально, на мой взгляд, поменялось восприятие библиотек, потому что это уже возложение на нее каких-то государственных задач и воспитание, формирование личности, традиционные духовно-нравственные ценности. То есть статус библиотеки сейчас на федеральном уровне поменялся. И это было видно. И то, что вот говорили наши предыдущие докладчики, что упор обязательно делается на комплектование и на содержательную часть массовой работы. Комплектование там действительно очень часто тоже было упомянуто. В государственной политике в условиях переформатирования мира Российская национальная библиотека тоже было несколько докладов. Вот здесь как раз о ядре библиотечного фонда, о том, что мы должны очень внимательно к нему относиться, потому что то, что мы сейчас формируем, оно будет шлейфом, да, откладываться на наши поколения. Да. И что здесь вот из важного? Нужно обязательно обращать внимание на современных авторов. И чисто технический вопрос делать вычетку, потому что наши современные авторы, они раз могут идти в направлении, которое транслирует государство, а б могут завернуть не в ту сторону, которая противоречит этим национальным ценностям, поэтому нам с вами нужно быть очень внимательными. И вот здесь тоже, да, для меня очень хороший посыл, книжное ядро, мне кажется, отражение культурного кода единства, да, это вот то, о чем мы говорили по стратегии нацбезопасности и национальной политики. И вот, соответственно, предложение было тоже уделить внимание научно-исследовательской работе, патриотическому воспитанию и краеведчеству.
потому что именно они как раз способствуют развитию вот этих направлений. Руководитель РБА Михаил Дмитриевич Афанасьев, он посмотрел на библиотеку с точки зрения того, как видит ее учредитель, и с точки зрения того, как видит ее читатель. Вот два этих момента, они перед вами. Вот. И здесь тоже видение библиотеки, соответственно, от места привлекательного, которое, как трансформируется тоже у читателя, от места привлекательного к месту, где все-таки есть точка притяжения, что это интеллектуально интересное пространство. То есть это не развлекательное место, и он тоже это хотел показать. И с его точки зрения еще тоже в следующем слайде вот покажу, что видение читателя и видение библиотекаря может не совпадать. И он рекомендовал нам все-таки смотреть на библиотеку с точки зрения читателя, чтобы мы были ему интересны. И обязательно учитывать то, что нам говорит учредитель. То есть не ставить в главу угла наше собственное видение библиотеки. Исходя из предыдущего слайда, к чему нам нужно быть внимательными, то есть какая зона риска у нас может быть. Во-первых, сейчас это, да, мы уже все с вами видим, но еще раз было подчеркнуто, что это у нас большая конкуренция в источниках информации, потому что новые технологии позволяют обойтись нашему читателю без библиотеки, без прихода в библиотеку. Вот. Новый формат библиотеки привлекает новых читателей, но у нас есть опасность потерять старый, которые видели библиотеку традиционной, и он предлагает все-таки, опять же, сориентированные читатели вырабатывать новый формат. По ежегодному совещанию руководителей федеральных и региональных библиотек. Я сейчас буду пересекаться, чтобы хотя бы какая-то логика была, потому что доклады на обоих мероприятиях совпадали. Здесь хотелось обратить внимание на руководителя РГБ Владимира Валерьевича Дуду, который свой доклад связал с суверенитетом и национальными интересами России. Вот из важного здесь, что он сказал. Он предлагает сделать РБА законотворческим органом, чтобы у него была возможность интересы библиотек транслировать на государственном уровне. То есть немножечко усилить вот эту роль и наше с вами видение тоже донести до государства, чтобы не было противоречий и так дальше. Предлагают улучшить, естественно, улучшить работу сервисов электронных. У него красной нитью проходила цифровизация, комплектование и взаимодействие. То есть вот эти вот три основных блока, на которые он обращал внимание. Вот. По проектной деятельности у нас идут несколько федеральных проектов, мы все об этом знаем. Он обратил внимание на те, которые ведет РГБ. Сейчас вот в Центре консервации хотел на них обратить внимание, да, это новый проект. Сейчас у нас туда включено 6 центральных библиотек субъектов. Вот, и тоже он предлагал здесь на этом фоне взаимодействовать. Модельные библиотеки, это безусловно. Вот, и поднял проблему о независимости библиотек и информации, которую мы храним, соответственно, потому что новые технологии, искусственный интеллект, они немножко вызывают опасения. Да? Вот. Ну и задачи какие у нас. Здесь тоже все, в принципе, представлено. И он, например, еще предложил библиотекам рассмотреть вопрос записи читателей через платформу госуслуги, потому что они уже у себя применили, вот, и предлагает нам тоже попробовать. И у него также был посыл, предложение, я думаю, что он дальше тоже, все-таки человек очень активный, и дальше его будет продвигать о том, чтобы свои фонды приводить в цифровой формат. У него есть желание создать единый каталог, чтобы по всей России каждый человек мог это увидеть, чтобы отдельно создать дата-центр, где будет храниться вся эта оцифрованная информация со всех библиотек и так дальше. И, собственно, по библиографическим записям он тоже предлагает это вывести в электронный вид и унифицировать. Поэтому вот такие у него были предложения. Очень непростой доклад был у руководителя Государственной научной библиотеки Карауша Александра Сергеевича. Что он здесь сказал? Он обратил внимание на искусственный интеллект. Я буквально тезисно проговорю, потому что доклад действительно непростой. Он говорит, что мы сейчас с вами находимся на новом этапе обращения знаний. Была первая промышленная революция, вторая. И вот по ней целевой аудитории, те, которым эти знания были нужны, аристократия, буржуазия, дальше пролетариат, наемные служащие. И сейчас мы находимся на цикле второй информационной революции, которой наша целевая аудитория, на которую мы должны обратить внимание, это самозанятые. То есть вот мы где-то вот на этом стыке. И что он здесь сказал? Что будет эволюционировать система образования, так что мы должны быть готовы к проникновению искусственного интеллекта.
И что библиотека должна научить не только думать, но и делать. Потому что когда ты думаешь, но это не осуществляешь, теряется прогресс общества. То есть он нацеливает на то, что библиотеки должны человека мотивировать не только к думам, но и к действиям. То есть реализовывать свои идеи. И плюсы искусственного интеллекта для нас, для библиотекарей. Это обработка текста, да? Это поисковые системы, алгоритмы операций, сервисы, которые могут делаться без библиотекарей. И минусы, что искусственный интеллект может заменить профессию, что он манипулирует мнением, да? Мы стремимся к достоверной информации, да? Здесь вот немножечко есть опасения. Массово нарушает права, авторское, да, мы все об этом знаем, и приводит к потере навыков, потому что мы все расслабляемся, за нас все это делает машина. Ну, доклад интересный, и я думаю, что можно к нему тоже присмотреться. Библиотека иностранной литературы имени Рудомино. Павел Леонидович Кузьмин, он рассказывал про многие свои проекты, например, про то, что у них есть школа переводчика, школа посла. Но самый главный проект, который ведет сейчас Федеральная библиотека иностранной литературы, это Библиодонбасс. Вот эти новые территории, 4 присоединенные к нам, они под кураторством этой библиотеки. И все взаимодействие, методическое, комплектование, снабжение, инструментарий, который дается этим библиотекам, пополнение кадрового состава в том числе, это все под кураторством данной библиотеки. Вот. Поэтому здесь вот они тоже предлагают взаимодействие, и если есть какие-то у нас идеи, вот можно им протранслировать и получить у них поддержку. Очень интересно, не могла не сказать, стратегия развития библиотечного обслуживания в Санкт-Петербурге. Я потом, если успею, в конце расскажу еще по нашей библиотур по Красногвардейскому району Петербурга, но хочу обратить внимание, у них совсем иная система взаимодействия власти и библиотек. Но это тоже интересная модель, и хотелось бы про нее рассказать. Что модельные библиотеки, вообще библиотечная отрасль, это правительственный проект. И руководители этих направлений — главы администрации районов, в том числе вот Красногвардейского. Что у них сейчас есть? У них есть основной документ «Модернизация общедоступных библиотек до 2026 года». И они себе ставят глобальную цель к 2026 году все библиотеки Санкт-Петербурга технологически модернизировать. И еще у них такой нюанс. Первые библиотеки модельные появились у них в 2013 году. И они подсказали, что 10 лет – это вот как раз период устаревания библиотеки. То есть сейчас они свои модельные библиотеки заново начинают модернизировать. Да? Вот. И хотела обратить внимание, что сидят они на Ирбисе, да, и что у них единый каталог, комплекс услуг и так дальше. И они еще хотят переход к единой сервисной архитектуре, к дата-центру, когда весь массив информации будет храниться в библиотеке Маяковского, и все библиотеки Петербурга будут вот именно обращаться к единому серверу. Цифровизация библиотек, это все сказала. Вот, и они проводят очень любопытную методическую работу. Вот хотела обратить ваше внимание, останавливаться подробно не буду, на книге «Диверситете». Это стажировки молодых сотрудников библиотекарей, причем в Красногвардейском районе их очень много. Там, видимо, политика привлечения молодых специалистов, они могут прийти на год, на два, но оставить вот этот свой потенциал там, и поэтому они считают, что вот эта модель работы кадровой тоже для них правильная. Вот. И в частности, вот они выезжают, такие делают им как бы лагеря для того, чтобы погрузить в библиотечную работу. Теперь немножко по библиотечной сети России. Статистики было всегда много, у меня тут буквально вот несколько слайдов, но чтобы вы знали, что сейчас идет тенденция на снижение библиотек, да, и объединение библиотек с культурно-досуговыми центрами. Но не так все опасно, потому что, в принципе, 87% библиотек, они сохраняют свое место. Что из сокращения? Сокращение, вот тоже у вас прописано 58 регионов, самое большое сокращение сельских библиотек наблюдается в Московской области. Вот. И причины тоже здесь указаны, но есть регионы, которые, например, развитие библиотечной сети ставят в приоритет, и там идет прирост. То есть вот картинка такая у нас складывается. Культурное развитие. Перед нами выступала Надежда Александровна Преподобная, очень с интересным докладом. Она выступала именно от имени Министерства культуры Российской Федерации, и было видно, что библиотеки действительно вызывают большой интерес и внимание государства в целом. Но она акцент сделала на модельных библиотеках. Тоже здесь небольшая статистика приведена, вот эти вот две волны, которых мы видим, да, и те проекты, которые в модельных библиотеках хотят развивать.
Вот. И тоже обратили внимание на кадровую политику, что всего 7% сейчас в библиотеках молодых специалистов до 35 лет, цель 18% к 2024 году. То есть за год, к концу года, почти в 2 раза, с половиной, да, нужно увеличить молодые специалисты. Вот. И исследование, которое проводила Российская национальная библиотека. Но это просто для информации, но мне кажется, тоже статистика очень любопытная, что аудиокниги, да, рост у нас идет, мы это видим, с какой целью приходят в библиотеки читатели наши и такие жанры, мне кажется, детектив, да, он испокон веку, вот как оставался в приоритете, так и, соответственно, будет. Но научпоп и фэнтези тоже, обратите внимание, они присутствуют. Я уже буду закругляться. Это те тезисы, которые я бы тоже хотела, на которые обратить ваше внимание, но останавливаться на них подробно не буду. По поводу молодых специалистов. Было предложение на государственном уровне о том, с молодежью увеличить возрастной ценз до 40 уже. Да, помните, до 30 лет, да, вы молодые, 50 лет. Все в порядке, когда двигаемся. Потом были большие просьбы, были прямо методические выступления, доклады о том, как мы заполняем статистику и тому подобное. 6 НК, вот они сказали, пока неизменно, но к 2005 году разрабатывается сокращенная форма. Очень большая просьба не забывать сдавать ежемесячно в ВАИС статистика данные. Посетовали, что некоторые регионы, мы в это не входим, в эти регионы мы замечательные, вот, не дают статистику, то есть когда ее проверяют, первый квартал, четвертый квартал цифры не изменяются, то есть просто люди копировал, доставил, делают. То есть вот на это тоже обратили внимание, были красные зоны обозначены. Затем еще инициатива создания на базе региона прозвучала, создание единого центра статистического, который будет по библиотечному направлению собирать всю статистику. Сейчас это отводится как бы центральной библиотеке региона, а они предлагают это сделать на уровне субъектов. Ну и нам как бы сделали такой посыл. А выйдите с такой инициативой у себя в регионе, потому что есть профильные ведомственные библиотеки, у которых статистику никто не собирает, и очень сложно ее все аккумулировать. Вот как бы хотелось собрать все в одних руках. Вот, мониторинги, да, тоже. И изменение книжного рынка, на него тоже обратили внимание. По МБА это интересная статистика, то есть сокращение идет традиционного МБА. Всем людям выгодно сейчас получать электронные копии, без нарушения, естественно, авторского права, но тенденция такая наблюдается, и статистика здесь тоже. Библиотечный конгресс в Казани пройдет, да, РБА, приглашали туда, естественно, всех руководителей. И от библиотеки Челябинска прозвучало предложение, я думаю, тоже оно реализуется, потому что было поддержано всеми руководителями федеральных библиотек, создать программу курса повышения квалификации директоров. Потому что сейчас библиотека, с учетом того, что мы с вами выше сказали, она становится уже таким мультипликационным центром, и руководителю библиотеки нужно уметь и знать многие-многие отрасли, от закупок, естественно, библиотечной отрасли до поиска спонсоров, взаимодействия с партнерами, написания проектной деятельности и тому подобное. И она предложила именно создать многоблочную такую программу, вот, и для директоров сделать именно курс повышения квалификации. Еще хотела обратить внимание на книги. У нас у всех есть обменно-резервный фонд, и мы с вами покупали книги и так дальше. И вот была РНБ представлена платформа книги, которую они хотят предложить нам и издателям, как Озон. То есть издатель публикует информацию о книге, актуализирует наличие книги у себя в издании и стоимость этой книги, а вы, как приобретатель, заходите по этой карточке, смотрите, причем там вычетка книги, не только аннотация, но и, соответственно, какие-то цитаты из книги, чтобы было понятно. Вот. Сложность в том, что издательства очень не мотивируемые, то есть нужно их именно каким-то образом замотивировать, чтобы для нас и для них эта платформа была выгодная. Вот. Ну и показали нам, как можно оцифровывать документы с помощью искусственного интеллекта для того, чтобы интегрировать его в том числе в НЭП. Вот. Это тоже была достаточно интересная такая вещь. Итоги, да, того, что было сказано, и у меня еще 2 минутки есть, да, по Красногвардейскому району пробежаться. Библиотеки интересны государству. Вот. Еще обращу внимание, что на комплектовании, где-то у меня цифра была, не остановилась, выделяется почти 2 миллиарда рублей ежегодно. И государству интересно знать, на что мы комплектуемся. Поэтому вот на данный момент комплектование именно большая роль
играет, что библиотеки и национальный интерес – это почти тождественные такие понятия, потому что именно мы являемся хранителем их, да, и воспитанием личности. Вот, и информатизация и цифровизация нас ни в коем разе не обделят и очень интенсивными темпами будут идти. По этим двум большим мероприятиям блокам я закончила, и последнее, что бы хотела показать. Я вот, если будет интересно, потом на кофе-паузе покажу вам, вот оставлю здесь такой буклет. Это библиотеки Красногвардейского района. Это одни из первых федеральных библиотек, которые начали делать модельные библиотеки. 2013 год, поэтому вот у них 10 лет в движении, и нам это были. Были, да? Да. Вот, здесь нам удалось побывать в 4 библиотеках, поэтому вот пробегусь, покажу. Я единственное хотела, пока вот мы смотрим, они очень интересны. Библиотека Гоголя закрываться будет на ремонт, вот она как раз 10 лет прошло, совершенно правильно, и модернизироваться. Мы когда с заведующей библиотеки говорили, спрашиваю Юлию, неужели прямо весь дизайн будут менять? Они сказали, что дизайн остается прежним, то есть брендбук не меняется, меняется именно с точки зрения ремонта, потому что вот прошел у нас Карауш БНТБ, вот он очень интересно с точки зрения хозяйственника посмотрел. Вот здесь вот пороги, там вот пол уже обветшал, посмеялись, что раз пол обветшал, значит очень хорошая посещаемость библиотеки. Вот где-то технологически, где-то там вот эти вот проводные вещи, вся инфраструктура, вот она обветшает. То есть именно по этой причине. Но сама библиотека, на мой взгляд, она, вот если смотреть визуально, нисколько не потеряла своей актуальности. Да. Поэтому, как бы здесь, видите, мнение рознь. Следующая библиотека, в которой мы были, это «Современник». Вот я хотела обратить внимание, даже здесь себе записала, что плюсы библиотеки Петербурга, у них концепция каждой библиотеки проработана от и до. Прямо от самой маленькой идеи дизайна до вот воплощения и мероприятий. Вот эта библиотека, она эко, во-первых, потому что это действительно очень важно. И библиотека не нацелена, например, только на свои районы. К ним приезжают из разных районов Петербурга. И эта библиотека еще интересна тем, что она проводит, например, ярмарки по переработке сырья, по приношению старых вещей и тому подобное. Вот. И что еще здесь из интересного по библиотеке «Современник»? Вот хотела обратить внимание, вот эти вот стеллажи у них вертятся, да? То есть есть какие-то такие вот вещи, которые можно потом применить в своих концепциях и посмотреть, как это можно все реализовать. Объединяют в себе детскую библиотеку и взрослую библиотеку, и посыл у них такой: мы соседи. То есть все, кто к ним приходит, они как бы вот с вами живем на одной лестничной площадке. Следующая библиотека – арт-резиденция. Да, здесь тоже концептуально все выверено, потому что это художники, архитекторы, дизайнеры, у них огромные планшеты, на которых те могут рисовать свои проекты. В выставочных залах огромное количество. Ольга Дольфина, когда посмотрела, она спросила: а книги-то есть? Потому что очень много выставочных залов, где действительно пространство отдано на то, чтобы можно было где-то это все транслировать. Вот. И хотела тоже обратить внимание, что кофейня есть в каждой библиотеке. То есть это как бы кофе, книга, да, это тоже везде. И последний, где мы побывали, это библиотечно-культурный центр «Нота». Он открылся в конце ноября. Мы как бы пред открытие в этой библиотеке посетили. Вот хотела обратить внимание на крайний правый угол. Эта полочка, она поющая. Вы берете книгу, и книга, вернее, и оживает музыка, на которой эта книга стояла. Здесь вы ловите свое настроение, то есть искусственный интеллект, заходя, ловит ваши эмоции и цветовую гамму вырисовывает именно там. Выставка наверху, на потолке тоже обращу внимание, да. И поскольку это культурный центр «Нота», вот здесь слева внизу у них есть специальные как арфы. То есть вы можете ловить музыку и проигрывать какие-то интересные вещи. Все в наушниках, то есть вы можете этого всего не услышать. А самое главное, что мне вообще понравилось, не могла не включить, это единственная, наверное, моя фотография с рукой. Получается, от цветной полочки, следующая влево, это станция самообслуживания. У них книга, поскольку библиотека очень длинная, да, она находится в жилом здании, то библиотекарь один на этот большой участок, он может уйти. И вы, как читатель, пришли, вам нужно получить книгу. Вы к этому информату обращаетесь и вводите Пушкин, «Капитанская дочка», и вам информат говорит: эта полочка находится, у них названия все Альковы, вот там написано там «Альков науки». В Алькове науки на третьей полочке справа 21-я там с той-то стороны. И вы идете и получаете эту книгу.
Вот. И если вы эту книгу посмотрели, вы ее обратно же не положите, да, читателям так не принято, у них есть умные полки. Вы кладете на умную полку эту книгу, и когда приходит следующий читатель, он ее уже не найдет 21-й на той полочке. Ему вот этот большой умный машин скажет: уважаемый, вот там на умной полке лежит ваша книга. То есть читатель один не потеряется в библиотеке. Вот это, конечно, очень заряжает и интересно. Вот на этом я заканчиваю. Спасибо. Еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, после такого замечательного доклада Марины Валерьевны, конечно, когда мы увидели, что уже у кого-то это светлое будущее наступило, а нас еще только ждет, я вас призываю немножечко спуститься с небес на землю и обратиться к нашим фондам. Потому что именно фонды – это тот основной элемент, собственно, да, из чего состоит библиотека, и уже все остальное уже этому фонду как-то каким-то образом цепляется. Ну и чтобы нам немножечко понимать, откуда ноги растут, и понимать всю ситуацию сегодняшнюю с фондами в муниципальных библиотеках, я предлагаю вам немножечко ознакомиться с нашей статистикой. Эта статистика взята из ваших аналитических отчетов ежегодных и подведена, сделан такой общий свод, что потом находит свое отражение в аналитическом докладе о деятельности муниципальных библиотек в нашем ежегодном докладе. Ну и что мы видим из нашей общей статистики? Как вы можете увидеть, за последние 3 года совокупный объем фонда как государственных, так и муниципальных библиотек республики неуклонно уменьшается. И если на начало 2020 года совокупный объем фонда муниципальных библиотек составлял 3 659 000, то уже на начало 2023 года его объем сократился на 156 000 и составил чуть более 3,5 миллиона экземпляров. Также на протяжении 3 последних лет уменьшается и совокупный объем фонда государственных библиотек. Абсолютное большинство в составе фонда, как муниципальных библиотек, так и государственных, занимают печатные издания. И в муниципальных книги составляют чуть более 83%. Одной из основных причин уменьшения фонда является превышение объема документов над количеством новых поступлений. Самым исключаемым из них документом из состава фонда являются печатные издания. И в 2022 году их было списано 99%, да, из них чуть более 60% это составляют книги. Основной причиной списания, как вы можете увидеть, это ветхость, что по-прежнему свидетельствует о значительной изношенности печатных видов документов и насущной потребности библиотек в темпах обновления фонда. Что касается цифр новых поступлений, то в динамике, то их анализ в динамике за 3 последних года позволяет нам с вами отметить, что именно книги составляют половину от общего объема документов, поступающих в фонды библиотек ежегодно. При этом по-прежнему недостижимыми остаются как международные, так и российские стандарты по объему новых ежегодных поступлений в фонд, а именно 250 экземпляров на 1000 жителей или 0,25 на одного жителя. В наших с вами библиотеках эта цифра составляет 0,14 единиц. Для поддержания фонда в актуальном состоянии необходимо осуществлять его постоянное обновление. И рекомендованный показатель обновляемости фонда современной библиотеки должен составлять от 3 до 10% общего объема фонда. Как вы можете увидеть, в библиотеках муниципальных на протяжении 3 последних лет обновляемость фонда сильно не меняется и остается в районе 3%, то есть нижней границы рекомендованного норматива. Большое значение в процессе анализа состояния использования фонда, помимо прочих важнейших показателей, имеет значение изучение в едином комплексе таких стат-показателей, как книгообеспеченность, обращаемость и читаемость. На представленном слайде вы можете увидеть сводную информацию по данным показателям по каждой ЦБС. И это, конечно, ну, так можно, если сказать, да, как бы средняя температура по больнице. И, конечно же, лучше всего изучать эти показатели по каждому конкретному филиалу, да, или библиотеке. Но даже вот эта информация, она дает некое представление о том, как обстоят дела по этим показателям. Особенно интересно, да, и показательно, если цифры по этим показателям сильно отклоняются от рекомендованных нормативов,
не выделены красным цветом здесь, в большую или меньшую сторону. И эта ситуация не меняется и в год. Выявление отклонений по этим показателям позволяют своевременно заметить проблемы в процессе формирования фонда и принять необходимые управленческие решения, направленные на повышение качества состава фонда и повышение эффективности его использования. Что касается модельных библиотек, то их в республике с 2019 по 2022 год было открыто 43. Анализ данных относительных показателей состояния использования фонда модельных библиотек за 3 года, прошедших с даты их обновления библиотеками нового поколения, подтверждают стат-данные по указанным показателям большинства библиотек в России. Обновляемость фонда в год переформатирования библиотеки в модельную увеличивается в 2-3 раза по сравнению с предыдущим годом, и затем уже начиная со следующего года этот показатель плавно начинает уменьшаться, в том числе в связи с тем, как отмечают модельные библиотеки по всей России, с недостаточным финансированием комплектования или вообще его отсутствием, несмотря на ту информацию, что 2 миллиарда выделяется на комплектование. От 14 до 30% повышается книгообеспеченность одного пользователя в год открытия модельной библиотеки, но в связи с тем, что деятельность по исключению из состава фонда ветхих, устаревших, дуплетных и так далее продолжается, а новые поступления не поступают, естественно, цифра книгообеспеченности начинает сокращаться с каждым последующим годом. Также на протяжении 3-4 лет со дня открытия библиотеки как модельной выдерживается и норматив обращаемости, как вы можете увидеть, в среднем на 2-2,5 раза. А что показывают наши стат-данные? У нас еще все очень даже достойно выглядит. У нас единственное зашкаливает немножечко показатель читаемости. И если показатель читаемости зашкаливает, но остальные в пределах нормы, то, в принципе, можно констатировать, что фонд используется эффективно, но необходимо совершенствовать его рекламу. И рост обращаемости должен сочетаться с ростом книгообеспеченности и читаемости, так как сверхактивная читаемость может привести к быстрой изнашиваемости фонда. Если мы с вами обратимся к предварительным итогам всероссийского мониторинга состава и использования фондов модельных библиотек, который проводил сектор изучения фондов Российской национальной библиотеки, которые были озвучены на Всероссийской конференции по библиотечным фондам, то мы увидим, что на сегодняшний день коллегами в модельных библиотеках России, а я думаю, что и даже не думаю, а знаю, что эти же проблемы мы выявим и в наших модельных библиотеках. Обратите, пожалуйста, внимание, я думаю, что многие увидят в том числе и в них себя. А именно, это проблема недостаточного уровня профессиональных компетенций комплектаторов, перекос комплектования печатных изданий по сравнению с электронными, художественных книг закупается больше, чем отраслевых, фонд модельной библиотеки почему-то уже перестает рассматриваться как фонд единого фонда ЦБС, утвержденный профиль комплектования есть только у 20 библиотек, в нашей республике эта цифра составляет столько же по итогам нашего мониторинга. Слишком узкий спектр издательств, используемых в качестве источников комплектования, и сетевые электронные ресурсы также используются очень слабо. И появляется почему-то очень большой балласт в фондах модельных библиотек. И я даже вот это могу подтвердить из своего опыта, с точки зрения задаваемых мне вопросов, и могу констатировать, что в библиотеках отсутствует четкая политика комплектования текущего, а также при комплектовании модельных библиотек новыми изданиями почему-то забывают о книжном ядре библиотечного фонда. То есть складывается ощущение, что модельная библиотека стала модельной, новые фонды закупились, внешняя среда изменилась, а сознание, что делать с фондом, как менять в этом направлении, оно осталось вот там, еще в той библиотеке. То есть в этом направлении ничего не меняется, к сожалению. И сегодня все чаще звучат высказывания специалистами сферы, в библиотечной сфере, что библиотеки уже просто обязаны вставать на путь создания новой политики комплектования и формирования фонда. И первым этапом к ее созданию является стратегический подход, а именно создание стратегии формирования библиотечных фондов, целью которой является определение ключевых потребительских сегментов, на которые следует рассчитывать при формировании фонда, а также максимально учесть и отразить профильные информационные потребности и иные требования потребителей к организации фонда и доступа к нему. Еще раз, сегодня, видимо, это будет девизом нашего совещания, актуально будет этот девиз
Здесь как никогда подходит высказывание «напиши, как надо делать, и делай, как написано». Сегодня уже дважды его а, высказывали. В последнее время от специалистов, лично мне, от наших муниципальных библиотек, поступает огромное количество вопросов, связанных с фондом, а именно, как осуществлять работу с дарами, как корректно отказать дарителю в принятии книжного дара, какова методика оценки книжных даров, как и где учитываются периодические издания, как должен выглядеть профиль комплектования, обязательно ли к нему ТТПК, может ли библиотека хранить материалы, признанные экстремистскими, что делать с книгами, чьи авторы признаны инагентами, и много-много-много другое, это то, что я вот могу сейчас вспомнить. Но я хочу обратить ваше внимание, что в наших библиотеках муниципальных больше половины библиотек не утверждены основополагающие документы, как профиль комплектования и порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда. Между тем, порядок учета документов, в нем в обязательном порядке должны быть утверждены и согласованы в обязательном порядке с учредителем такие важные документы, как особенности исключения документов как материальных ценностей, отнесение новых поступлений к ОЦДИ или иному движимому имуществу, а также обязательно должен быть зафиксирован процент допустимой недостачи в фонде. То есть это все связано с материальными ценностями. И как вы работаете, не имея вот этого основополагающего документа, у меня вызывает большие вопросы. Ну и в заключение кратко еще раз хочу озвучить те проблемы, с которыми сталкиваются наши библиотеки, как обычные, так и модельные. Это в целом я уже не буду озвучивать все то, что я уже сказала, а остановлюсь конкретно на двух последних, которые меня лично беспокоят. Я считаю, что у всех уже давно назрела проблема обеспечения полноты комплектования фонда краеведческими изданиями. На текущий момент муниципальными библиотеками очень слабо или вообще не осуществляется деятельность, очень мало уделяется ей внимания, или в основном ограничивается только деятельностью по получению муниципального обязательного экземпляра, и практически не ведется работа по изучению, по установлению тех организаций и учреждений, что находятся на территории вашего муниципального образования. А между тем, именно эти организации могут издавать такие документы, подчас уникальную краеведческую информацию, да, они могут в себе заключать. И если вы сейчас вот эти самые книги, документы, памятки, буклеты не закомплектуете в свои фонды, то их не будет иметь как бы в своем фонде ни одна библиотека страны. А именно сейчас, как отмечают все специалисты, именно за этими документами будущее, и именно за этими документами в будущем будут приходить наши с вами читатели. Как больше нигде этой информации не будет, в том числе ни в нашей библиотеке, ни в Российской национальной, ни в государственной. Я очень прошу вас обратить вот на эту проблему большое внимание. И также одна из последних проблем, что я посчитала необходимым отразить, это проблема непонимания библиотеками, как выстраивать сегодня работу с документами ограниченного доступа. Это материалами, признанными экстремистскими, документами, чьи авторы признаны агентами иностранного влияния, и документами, содержащими в себе ЛГБТ. Ну, что я могу вам здесь сказать? Просто поступает огромное количество, и мне в том числе. Не бывает недели, чтобы мне кто-то не задал этот вопрос. Единственное, что могу сказать, что если с документами, признанными экстремистскими, более или менее понятно, и на этот счет есть рекомендации, в том числе от Министерства культуры, то с документами, касаемыми ЛГБТ, могу сказать следующее, что документы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные ориентации, да, там, и педофилию, и смену пола и так далее, здесь каждая библиотека идет своим путем и будет, видимо, идти до первого судебного разбирательства. И, может быть, тогда вышестоящие инстанции нам с вами спустят какие-то рекомендации, как же нам все-таки жить с вами вот в этих условиях, потому что законы приняты, а как жить и работать библиотекам непонятно. Если до декабря 2022 года пропаганда ЛГБТ была запрещена только среди несовершеннолетних, и библиотеки все свои книги аккумулировали, поставили отметку 18+, и убрали на отдельные полки, то с 5 декабря 2022 года в России изменениями, внесенными в отдельные законодательные акты, запрещена пропаганда ЛГБТ
среди граждан любого возраста, а среди несовершеннолетних еще и демонстрацию, в том числе изображение и описание словами. На сегодняшний день эту проблему поднимают и крупнейшие маркетплейсы, и Союз книжных издательств. Вот я там вам указала. Непонятно, что делать, но библиотеки, магазины, издательства на всякий случай перестают издавать эти книги, спорные книги, снимают их с продаж, не издают и даже не переиздают того, что было издано когда-то. На сегодняшний день также и библиотеки не комплектуют подобные книги и даже их стараются списать от греха подальше. Кроме того, как вы знаете, неделю назад Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил ее деятельность в нашей стране. Здесь даже не могу ничего комментировать, никаких разъяснений пока нет, но мы с вами помним, что книга может быть признана экстремистской только по решению суда, и только после этого мы с вами имеем право официально ее изъять из фонда. Вообще очень интересную статью нашла на сайте РБК по данной теме. Очень большая статья, там огромное количество мнений юристов, и очень советую вам с ней ознакомиться. Ну и что касается наших с вами любимых книг, чьи авторы признаны агентами иностранного влияния. Конкретных рекомендаций вышестоящих ведомств, как работать с этими книгами, нет, как и с предыдущими документами. Могу сказать следующее, что инагенты – это неравные экстремисты. На 1 сентября 2023 года в список писателей иноагентов входят 29 имен. И тут я вам представила выдержки, кто как, какие библиотеки что делают с этими документами. Но, собственно, можно подытожить, что 3 пути есть работы библиотек в нашей стране. Один из них это заключается в следующем. Часть библиотек ставит на книги отметку 18+, и убирает на отдельные стеллажи. И эти книги, следовательно, уже становятся недоступными несовершеннолетним. Часть библиотек проставляет отметку 18+, и убирает из открытого доступа в спецхранилище и выдает только по паспорту. Есть библиотеки, которые вообще не комплектуют эти книги, а уже имеющиеся списывают. То есть 3 пути вот у нас есть с вами. Как мы пойдем, видимо, нам решать с вами. Но я вам советую вообще разработать некий алгоритм действий с подобными документами, обязательно его утвердить, а еще лучше согласовать с учредителем на всякий случай, если к вам наведаются ведомства всевозможные. Ну, еще последний слайд. Нашла такую статью и советую вам держать руку на пульсе, что Минюстом готовится постановление, которое будет гласить, что за отсутствие отметки на книге, что автор является агентом иностранного влияния, начнут и штрафовать библиотеки. Вот это буквально появилось 5 дней назад, вот такая информация. У меня все, спасибо. Так, еще раз добрый день, уважаемые коллеги. Тема на экране. И хочется определиться с тем, что мы имеем под словом «социально значимая литература». Социально значимая литература стала поступать в библиотеки в 90-е годы, в период перестройки, когда ситуация так сложилась, что печаталось то, что можно было продать. То, что плохо продавалось, не печаталось. И тогда Коми-книжное издательство вышло с предложением поддержать краеведческую литературу, учебную краеведческую литературу и печатать ее по госзаказу при поддержке госбюджета. И уже в январе 1991 года стало понятно, что социально значимая литература будет основным источником комплектования краеведческой литературы. В ноябре мы провели мониторинг и анкетирование наших библиотек на предмет выяснить востребованность социально значимой литературы у нас в республике. И вот здесь у нас определение социально значимой литературы. Его можно немножечко дополнить, что социально значимая литература – это произведение, формирующее позитивное, общественное, полезное мышление, милосердие и любовь к родине.
Значит, мы провели мониторинг, подвели итоги за 3 года, 20, 21, 22 год. Мы посмотрели, посчитали, получилось у нас, что за эти 3 года мы получили 53 наименования социально значимой литературы, из них 30 это для детей произведения, 23 наименования для взрослых. Кроме того, 13 наименований на коми-языке, 30 наименований на русском языке и 10 наименований – это билингва на 2 языках. То есть вот если проанализировать и сопоставить мониторинг 2016 года, то мы видим, что наши пожелания, где мы просили обратить внимание на то, что читатели хотят читать книги на 2 языках, оно получило отражение и уже 10 наименований книг. Для выяснения востребованности социально значимой литературы в библиотеках республики мы получили сведения от вас. Вы отметили, какие книги наиболее востребованы, какие книги будут сверхактивными, активными или малоиспользуемые. И у нас выявили мы лидеров писательских предпочтений. Это 15 наименований, почти треть всей социально значимой литературы по названиям. Мы видим, что социально значимая литература, первая книга, она у нас выделена более ярко, потому что она вообще во всей республике она стала безоговорочным лидером. И мы видим, что это не легкое чтиво, да, сказка там или какое-то произведение художественной литературы, а это отраслевая книжка. Автор Мельникова «Красная книга Республики Коми для детей». Вот так вот. Такие замечательные книги поступают в наши библиотеки. И вот сразу хочется отметить, что наша задача, мы уже как-то обращались к этой теме, мы просим вас презентовать каждое издание, которое поступает в нашу библиотеку. Ведь краеведческие книги – это книги у нас, про нас и для нас. И поэтому наш читатель должен знать, что книга поступила в библиотеку. Так, по результатам мониторинга и анкетирования Анна Леонидовна уже сказала, что очень важно вести постоянный мониторинг издаваемых краеведческих изданий на территории муниципалитета. Вот такой небольшой алгоритм, да, он, может быть, тоже вам пригодится. То есть не только мы заинтересованы в том, чтобы мы получали вот эти новые краеведческие издания, но и сама организация, она тоже получит обратную связь, если мы проявим интерес к жизни, да, и попросим, например, предоставить какую-то информацию. Если юбилейная какая-то дата, то наверняка та же больница будет выпускать какой-то буклет. А если мы еще предложим им вариант такой, что мы можем сделать выставку в нашей библиотеке или какую-то встречу, то есть должна быть наверняка обратная связь. Так, несколько лет мы были в ремонте, обменно-резервный фонд у нас сейчас уже практически весь расставлен на Горького. И как книги были завязаны, мы не сидели. Зря мы фонда библиографического уже внесли. Не слышно, да? Угу. Мы внесли в АПАК. У нас будет АПАК, база данных обменно-резервного фонда. Совсем скоро она будет доступна всем библиотекам республики. Для докомплектования это классная штука. Кроме того, мы предлагаем обращать внимание на наш сайт. У нас там тоже есть наше местечко, где мы ежеквартально обновляем списки по книгообмену. Также вы можете воспользоваться этой информацией. Если что-то вас заинтересует, то мы всегда рады вам помочь. По результатам анкетирования мы провели анализ, и уже сегодня мы готовим книги для отправки той литературы, которую вы обозначили в анкетах. Еще важно. А еще хочется сказать огромное спасибо нашим коллегам за дары, которые книжные вы нам уже дарите. Мы передаем вам книги социально значимую литературу из обменного фонда, а вы делитесь своей литературой. Хочется поблагодарить библиотеку Усинска, Троицко-Печорска, Ухты, Усть-Кулома и Сыктывкара. Огромное вам спасибо за дружбу. Спасибо большое. Здравствуйте, уважаемые директора библиотек и их представители.
Меня зовут Габова Ксения Ивановна, и я всех рада вас видеть. Тема моего доклада – это сводный электронный каталог документов Библиотеки Республики Коми, текущее состояние и перспектива развития. Данный вопрос уже давно назрел и является насущным, так как на данный момент времени сводный каталог оставляет желать лучшего. Он не в совсем качественном состоянии. В своем докладе расскажу пути решения данной проблемы. Значит, автоматизированная информационно-аналитичная система – незаменимый инструмент каталогизации и ведения стат-учета любой современной библиотеки. Напомню, что в 2013 году все государственные и муниципальные библиотеки Республики Коми осуществили переход на новое программное обеспечение АПА Global. Ранее библиотека функционировала другая система, другая АБИС – это IRBIS. Напомню, что данная система целиком основана на веб-технологии, поэтому для работы в ней не требуется дополнительного программного обеспечения. Достаточно иметь компьютер, доступ в интернет и браузер. Это программа, с помощью которой мы заходим в интернет. Ее недостатком является дороговизна, поэтому данная система, как правило, не покупается для одной маленькой библиотеки, а покупается на целую область, республику, регион, либо сеть, для объединения библиотек в единую корпоративную сеть. Безусловно, основополагающим процессом, заложенным в АИПС, является процесс каталогизации. Одной из целей перехода на новый АИПС стала задача создания качественного сводного электронного каталога документов библиотек Республики Коми. Суть сводного каталога очень проста, и вы все ее понимаете. Отображение всего фонда Республики Коми, которыми владеют библиотеки, с быстрым определением местонахождения документа. Поэтому запись в сводном каталоге на уникальный документ должна быть единственной и неповторимой, с указанием фондодержателей. Именно такая технология считается, точнее, такой каталог считается качественным. Безусловно, система APA Global подходила под эту задачу, так как в ней изначально заложен автоматический механизм сборки данных, библиографических записей, что позволило бы целиком автоматизировать процесс создания сводных каталогов без постоянного участия администратора системы. Это ее самый такой большой плюс. В то время как в прежней АИПС, я напомню просто IRBIS, система сводных каталогов происходила вручную. То есть вы присылали все записи свои библиографические нашему администратору, и администратор заливал данные в единую систему, базу данных, что, конечно же, не совсем было удобно. На сегодняшний день в системе APA Global существуют две технологии, представленные на слайде, автоматического создания сводных каталогов. Это от общего каталога к частным и от частных каталогов к общему. Рассмотрим суть каждой технологии отдельно. На данном слайде представлена текущая технология создания сводного каталога библиотек Республики Коми. От частных каталогов к общему. В чем ее суть? Библиотеки работают в собственных частных базах данных, создавая и наполняя библиографическими данными, записями на свое усмотрение. Уникальная библиографическая запись получится в сводном каталоге только в том случае, то есть, извините, может быть, не совсем понятно, да? То есть каждая библиотека создает в частном каталоге свои записи. Каждую ночь срабатывает такая некоторая программа скрипт, которая соединяет записи в сводном каталоге. И вот уникальная библиографическая запись в сводном каталоге получится только в том случае, если записи в частных каталогах совпадают по автору, названию плюс том часть, год и количество страниц. Конечно же, разный уровень каталогизаторов в нашей Республике Коми не совсем позволяет сливать записи и получать уникальную запись в сводном каталоге. Никто не отменял человеческий фактор, может кто-то ошибиться, да, в любом месте, и база данных не получится, запись не получится уникальной. Да, на сегодняшний день, конечно, у нас в Республике Коми существует система заимствования из сводного каталога, но ей не все пользуются. По моему мнению, почему он не пользуется спросом? Это связано с тем, что более опытные каталогизаторы в центральных муниципальных библиотеках готовы создавать свои собственные записи с нуля.
Чем заимствовать не очень качественную графическую запись, которая существует в сводном каталоге. Почему у нас некачественные записи в сводном каталоге существуют и есть? Да? Потому что, когда мы перешли на новую систему APA Global, у нас произошел процесс конвертации записи из прежней системы. Эта конвертация подвергла записи не очень качественному наполнению и правильному. Вот текущее состояние сводного каталога. Я вот привела пример, да, то, что две одинаковые по смыслу записи, на уникальный документ в двух представленных экземплярах. Да? То есть часть совпала с одними муниципальными библиотеками, часть с другими. Вот это вот наполнение графическое. Какая же перспективная технология ведения сводного каталога? Это ведение каталога от общего каталога к частным. В основе лежит централизованная каталогизация по типу Central-LibNet. Значит, какой смысл такой каталогизации? Те работают в единой базе данных, создавая на уникальный документ одну единственную эталонную запись. Значит, как правило, кнопка создания новой записи доступна опорным библиотекам. Библиотеки, которые могут каталогизировать на профессиональном уровне, которые имеют в своем штате профессиональных сертифицированных каталогизаторов. Все остальные библиотеки проставляют в этой уникальной записи, в этой единой базе данных свою сиглу, то, что она хранится у них в библиотеке, и заимствуют эту запись в свой частный каталог. В частном каталоге они уже имеют доступ к редактированию этой записи, могут наполнять эту запись по определенным полям. Но, как правило, по типу Central-LibNet это ББК, потому что в разных библиотеках бывают разные классификации издания, и это экземплярность для учета библиотечного фонда. То есть в экземплярности у нас заполняется и КСУ, и все другие элементы экземплярности в разных филиалах в том числе. Вот если посмотреть на картинку, то вот качественный электронный каталог должен выглядеть вот таким вот образом. Это, конечно же, картинка из нашего каталога сводного по текущей технологии, но тут мы все совпали, скажем так. Все наши данные в записях частных каталогов сошлись, были одинаковыми. Значит, такая схема внедрена и успешно работает в Владимирской и Белгородской областях. На самом деле, если говорить про эти области, то они и изначально тоже пошли по схеме заимствования записей от частных каталогов к общему. И пришли к выводу, к тому же самому, что приходим и мы. Получается некачественный сводный электронный каталог. Так скажите мне, какая более лучшая технология? Конечно же, под номером 2. Согласитесь ведь? Да, качественный электронный каталог сводный – это показатель нашей республики. Что предлагаем мы на сегодняшний момент? Ну, прежде чем что предлагаем мы, расскажу, почему изначально была выбрана неперспективная схема сборки сводного каталога. Ну, по моему мнению, конечно же, это было связано с тем, что нужно было осуществить переход с одной системы на другую в очень кратчайшие сроки. Да, в кратчайшие сроки бы это не получилось. Вот вторые два пункта прописаны, почему бы это не получилось. Потому что в Ирбисе заложен другой формат создания графической записи, называется он MARC. В APA Global это свой формат RusMarc, поэтому они очень не сошлись при конвертации. Во-вторых, библиотеки в Ирбисе, кто работал, каждая библиотека, которая работала в Ирбисе, вели очень многочисленное количество баз данных, где записи дублировались. Даже в национальной библиотеке было более 20 баз данных. Это заняло бы очень долго времени конвертировать все, находить, то есть собирать эти записи в единую запись, фильтровать эти записи. Поэтому, конечно же, мы выбрали более такую схему быструю, это от частных каталогов к общему. В 2025 году мы предлагаем такую вот схему перехода на новую технологию каталогизации сводного каталога. Значит, кнопка «Новая запись». Мы немножечко пойдем по другому принципу, нежели LibNet, России. У нас будет свой LibNet, Республики Коми. Но кнопка «Новая запись» будет доступна всем библиотекам. Опорными библиотеками мы так предполагаем, что будут государственные библиотеки Республики Коми, потому что проверять записи должны сертифицированные каталогизаторы. Они будут нажимать кнопочку «Готово», то есть доводить запись, проверять ее, доводить до полного уровня готовности. Значит,
Библиотеки муниципальные, каталогизаторы муниципальных библиотек будут заимствовать запись, точнее, проставлять сиглу своей библиотеки и заимствовать запись в свой частный каталог. И в частном каталоге будут редактировать как раз-таки 686 поле, возможно, и другие поля, это мы посмотрим уже на практике, и 899 поле. Это экземплярность. В следующем слайде представим план реализации. В 2024 году Национальная библиотека Республики Коми продумает схему технологическую, техническую, как осуществить переход, свяжется с библиотеками, с муниципальными и государственными, разработает инструкции, поменяет технологию в целом. Этот процесс будет очень непростой, долгий, серьезный, но это надо уже делать, начинать, потому что у нас каталог в течение 10 лет, вот вы знаете, что мы в 2013 году перешли, да, на систему APA Global, находится в некачественном состоянии. Какие-то вопросы есть? Спасибо. Если что, доклад окончен. Добрый день, коллеги. Сегодня мы немножко поговорим об исследовании состава библиотечного фонда. Эта работа должна осуществляться, конечно, во всех библиотеках, но говорить буду с небольшим акцентом на модельной библиотеке. Изучение состава фонда – это анализ качества документного фонда. Для этого необходимо собрать и проанализировать информацию о нынешнем состоянии библиотечного фонда и его использовании, что позволит нам оценить оптимальность состава документного фонда, выявить отклонения от заявленной цели, зафиксированной в профиле фонда, принять некие управленческие решения по урегулированию отклонений. Эта работа должна осуществляться планово и системно, ведь у нас постоянно происходят изменения как во внешней, так и внутренней среде библиотеки. Меняются информационные потребности пользователей, материально-техническая база библиотеки, кадровый состав, и меняется, естественно, и сам библиотечный фонд. И очень важно в текущей деятельности библиотеки не упускать эти изменения, а реагировать на них. Особенно ярко все эти изменения проявляются в процессе модернизации библиотек, и здесь важно анализировать процессы формирования фондов и планировать изменения не только перед модернизацией, но и фиксировать все происходящие изменения в режиме реального времени в процессе работы обновленной библиотеки. Вы мне можете сказать, возразить и сказать, что муниципальная библиотека регулярно анализирует цифры движения фонда и относительные показатели в своих текстовых отчетах о деятельности библиотеки за год. Но здесь я вынуждена буду вам возразить, что в большинстве своем это простая констатация факта, без какого-либо анализа и, что самое грустное, без разработки конкретных планов оперативного реагирования на полученные результаты и видения перспектив дальнейшей работы. Очень подробный анализ состава библиотечного фонда обычно проводится вами при подготовке заявки на модернизацию библиотеки по нацпроекту «Культура». И здесь даже рассматриваются некие перспективы развития фонда на 3 года. Но здесь опять большое «но». Только по одному параметру – обновляемость. Также приходится констатировать, что зачастую эти плановые показатели проставляются формально, без продумывания механизмов их достижения. Ну и дальнейший анализ фонда модельных библиотек опять сводится лишь к рассмотрению показателей обновляемости, обращаемости, читаемости и книгообеспеченности. Однако хотелось бы напомнить, что статистический анализ нацелен на выявление проблемных мест в работе с фондом, а понять истоки и первопричины проблемы можно лишь в процессе изучения состава фонда, уже привлекая другие методы. Это и процесс наблюдения, социологические, библиографические методы. Если же рассматривать вопрос комплексно, то для управления процессом формирования фондов, кроме изучения состава библиотечного фонда, необходимо изучение пользователей и их информационных потребностей и запросов, а также отказов. И если первые 2 блока худо-бедно все же присутствуют в практике муниципальных библиотек, то работа с отказами совершенно не выстроена, начиная от неполной их фиксации и заканчивая отсутствием анализа различных причин их возникновения. Подтверждением нашего взгляда на сложившуюся ситуацию, на необходимость комплексного подхода к изучению библиотечного фонда является и требование к заявочной документации конкурса на лучший фонд модельной библиотеки «Золотая полка», где зафиксирована необходимость представления информации о пользователях, о происходящих изменениях в комплектовании в составе фонда, об организации фонда и прочих вопросов. Еще одним толчком нашего обращения вопроса к необходимости организации комплексного исследования фондов стал тот факт, что у коллег, которые
были модернизированы еще в 2019 году, стали возникать вопросы, а что же делать с фондами модельных библиотек после завершения постконкурсного мониторинга, как организовать дальше, чтобы уже удержать завоеванные позиции. Ответить на этот вопрос без проведения мониторинга состояния и составов сформированных фондов не представляется возможным. Поэтому, на наш взгляд, сейчас необходимо запланировать работу по расширению спектра данных для анализа и ввести новые статистические показатели, такие как книговыдача по отраслям. Я знаю, что некоторые ЦБС 2023 года уже начали ее фиксировать, и фиксация всех отказов по различным причинам, в том числе нет на месте, может быть, еще какие-то еще другие показатели. Ввести в практику работы использование социологических и библиографических методов исследования фонда, а также оценить уровень профессиональных компетенций комплектаторов и сформировать программу их обучения. Национальная библиотека Республики Коми, в свою очередь, предлагает свою помощь в формировании как программы обучения школа фондовика с использованием различных форматов встреч. Это могут быть очные встречи, заочные встречи, онлайн, вебинары, стажировки, практикумы. Также мы готовы к выездному формату работы. Удобнее всего было бы, конечно же, начать с близлежащих модельных библиотек Сыктывкара, Эжвы, Сыктывдинского района и Капткиросского района. Исследовать их фонды, подготовить рекомендации, на основе которых вы сами уже сможете принимать свои управленческие решения, выстраивать планы дальнейшей работы. Уверена, что совместная работа позволит не только изучить и дать оценку состава и использования фонда, но и станет хорошим подспорьем в подготовке заявки на участие в конкурсе «Золотая полка», а это уже ваша возможность заявить о себе на федеральном уровне. Как раз эти ЦБС, в принципе, Сыктывкар, Эжва, Сыктывдин, Усть-Вым и Карткирос – это те библиотеки, которые имеют возможность в 2024 году заявиться на этот конкурс. По итогам такого партнерства с полученным багажом знаний мы с вами сможем выстраивать дальнейшую работу на последующие годы уже с подобными 2-3-дневными выездами в другие районы, но приезжать мы будем уже с разработанным инструментарием, с апробированными на практике методиками. Думаю, что вы согласитесь, что важной составляющей любой работы является обмен опытом. И такой площадкой должен стать фокус-семинар «Лучшие практики формирования фондов муниципальных модельных библиотек», который будет организован в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Библиотечные фонды. Проблемы и решения», которая в октябре 2024 года пройдет в Сыктывкаре. Уверена, что совместными усилиями мы сможем выстроить исследовательскую работу по формированию фондов, начав с хорошо знакомого статистического анализа показателей состояния и использования фондов и внедрив в практику социологические и библиографические методы работы, мы получим ту самую информацию, которая поможет подготовить новые или актуализировать имеющиеся профили комплектования библиотек, которые станут основным регламентом процесса комплектования библиотечных фондов. Спасибо. Светлана Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Так, здравствуйте, уважаемые коллеги. Я небольшое вводное слово скажу на тему. В повестке нашего собрания значится вопрос о переходе на профессиональный стандарт специалиста по библиотечной информационной деятельности, который был утвержден Министерством труда в 2022 году. Поскольку профессиональные стандарты у нас неумолимо входят все равно в нашу жизнь, да, и от этого никуда не скрыться, посредством положений Трудового кодекса, где сказано о том, что профстандарты обязательны к применению. И данная тема очень актуальна для дальнейшего регулирования трудовых отношений в отрасли. Национальная библиотека посчитала важным и нужным осветить эту тему на сегодняшнем совещании. Вместе с тем в Российской Федерации, по моему мнению, еще не совсем сложилась практика применения вот этих профстандартов, которые вводятся, применения на местах профессиональных стандартов, так как в отношении уже работников, которые уже осуществляют свою деятельность при переходе на профессиональные стандарты, так и к вновь принимаемым работникам. Безусловно, профессиональный переход на профстандарты – это требование сегодняшнего дня в Республике Коми. Этот вопрос плотно прорабатывается. Однако в ряде регионов России по данной теме уже накоплен определенный опыт по внедрению профессиональных стандартов, которые
постепенно утверждается к определенным должностям. В связи вот с мною сказанным мы посчитали полезным обратиться за консультацией по данному вопросу к специалисту, который принимал непосредственное участие в разработке и создании проекта указанного профстандарта. Заместителю директора по научной работе Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Вражниковой Светлане Алексеевне, чтобы она поделилась своим опытом, проблемами и перспективами решения по данному вопросу. Светлана Алексеевна любезно согласилась поучаствовать в нашем совещании и ответить на возможно возникшие у вас вопросы в режиме онлайн. Пожалуйста, Светлана Алексеевна, вам слово. Да, спасибо большое. Коллеги, здравствуйте. Спасибо, что пригласили меня. Постараюсь быть вам полезной. Ну и хочу отметить краткость предыдущих выступающих, что очень импонирует, особенно когда проводятся подобные мероприятия. Поэтому я постараюсь быть такой же краткой, такой же четкой. Сейчас мы подключим мою демонстрацию, мой слайд, и я тогда уже начну. Уважаемые коллеги, вы все знаете, что введение в действие профессионального стандарта специалист по библиотечной информационной деятельности, введение в действие с марта этого года, но для того, чтобы любая библиотека могла сказать о том, что да, у нас профессиональный стандарт введен в действие, существует такое понятие, как срок внедрения. Конкретно размер и период этого срока внедрения в библиотеке, он или в любой другой организации или учреждении, он не устанавливается никаким нормативным документом. Поэтому срок внедрения стандартов в каждой библиотеке, которая является юридическим лицом, он будет свой, и он будет соответствовать сроку внедрения тех плановых мероприятий, которые вы запланируете для внедрения профессионального стандарта. Что это значит такое, я вам чуть попозже объясню. Итак, для того, чтобы понимать вообще, что должны ли мы внедрять профстандарт или это добровольное дело, я вам хочу сказать, что вот существует такая статья 57 Трудового кодекса Российской Федерации, где четко прописано, что если по некоторым должностям установлены какие-то компенсации, льготы, либо ограничения, то в этом случае наименование должностей и профессий, квалификационные требования к ним должны соответствовать положениям профстандарта. А раз должны эти наименования должностей соответствовать положениям профстандарта, я думаю, мы все с вами понимаем, это говорит о том, что мы обязаны внедрять в деятельность своих библиотек наш профессиональный стандарт. Ну и сразу же, обращая ваше внимание, возникает очень много вопросов, о каких компенсационных выплатах и о каких региональных льготах вообще-то идет речь. Так вот, что касается выплат компенсационного характера, в этом случае я вам всем рекомендую обратиться к своему положению об оплате труда. Там у нас прописаны все выплаты компенсационного характера. Я вот на экран вывела только некоторые из них. То есть понятно, что на нашу профессию и на наши названия должностей вот существуют такие выплаты компенсационного характера. Что касается льгот, в основном они носят региональный характер. Здесь они у вас чаще всего прописаны в ваших каких-то региональных нормативных документах, в вашем законе о библиотечном деле и так далее и тому подобное. И примерами вот таких региональных льгот я тоже привела на экране. Это дополнительный отпуск, какое-то лечение к отпуску или материальная помощь к отпуску, ну и так далее. Все зависит от ваших региональных документов. Далее. А для того, чтобы приступить к внедрению профстандарта в библиотеке, необходимо издать приказ по учреждению о проведении организационных мероприятий по внедрению профессионального стандарта. Обязательными позициями этого документа является создание рабочей комиссии по внедрению профессионального стандарта. У нас, например, в эту рабочую комиссию входит директор библиотеки, конечно же, все заместители директора, кадровая служба, ведущий экономист, ну и так далее. Тот, кто непосредственно будет нести ответственность за полноту и качество введения профессионального стандарта в библиотечную деятельность. Кроме того,
вы будете в этом приказе рабочей комиссии устанавливаются задачи по изучению нормативно-правовых документов и по разработке положения о работе комиссии по внедрению профессионального стандарта. И третья такая главная задача, которая устанавливается в этом приказе, это разработка плана графика мероприятий по внедрению профессионального стандарта. Коллеги, я не буду останавливаться на положении о работе комиссии по внедрению профстандарта. Я вам просто рекомендую обратиться в интернет, там огромное количество различных подобных документов, поэтому берите любой и адаптируйте его под себя. А вот что касается непосредственно плана графика, я вам скажу чуть дальше, однако же, обращая ваше внимание, очень многие задают первый вопрос, а что такое вообще, как связана аттестация с внедрением профессионального стандарта? Уважаемые коллеги, аттестация необходима для того, что в том случае, если квалификационные характеристики вашего сотрудника не соответствуют требованиям профессионального стандарта, вот благодаря аттестации можно подтвердить, что несмотря на это несоответствие, вообще уровень профессиональной подготовки, его творческий потенциал, уровень практического опыта вашего сотрудника соответствует требованиям профессионального стандарта. Вот для чего нам нужна аттестация. Поэтому, если у вас нет каких-то документов, касающихся проведения аттестации, то, конечно, одновременно вы можете разработать приказ о проведении аттестации. Ну, я думаю, у всех у вас они есть. Но, коллеги, обращаю ваше внимание, аттестация может проводиться в рамках внедрения профессионального профстандарта только плановая. У нас плановая аттестация, по крайней мере, в нашей библиотеке, в нашей области, проводится один раз в 5 лет. Я не знаю, какое вы у себя решение приняли, потому что у нас есть два варианта. Один раз в 3 года и один раз в 5 лет. Так вот, если вы буквально только в прошлом году провели подобную аттестацию, то, значит, следующую аттестацию вы можете провести только через 4 года. Поэтому вот этот срок до окончания аттестации и принятия решений о соответствии аттестационной комиссии, о соответствии квалификационных характеристик ваших сотрудников требованиям профстандарта, вот он, значит, продлится, этот срок внедрения профстандарта в вашей библиотеке в течение вот этих 4 лет, пока не завершится аттестация, и вы не получите ее результаты. Вот что такое аттестация в условиях внедрения профстандарта и зачем она нужна. Далее. Ну вот все формы деятельности, которые должны быть у вас уже завершены и приняты в библиотеке, если говорим о том, что подготовительный этап завершен. Это прежде всего приняты вот эти приказы, о которых я сказала, сформирована рабочая комиссия, утверждено положение, конечно же, разработан план-график и, если необходимо, утвержден состав аттестационной комиссии и утверждены сроки проведения аттестации. Частый вопрос, который мне задают, а вот в профстандарте нет трудовой функции, не указана такая должность, например, как заведующий библиотеком-филиалом. Коллеги, обращаю ваше внимание, что наш с вами профессиональный стандарт специалиста, то есть он не распространяется на руководящее звено библиотек, на директора, замдиректора и заведующих филиалов. При этом, просто чтобы к вашему сведению, этот профстандарт распространяется на библиотеки всех систем и ведомств и видов, только не распространяется на школьные библиотеки. Я вам напомню, что педагог-библиотекарь, его квалификационные характеристики школьного библиотекаря, они закреплены в профстандарте, который сегодня уже тоже действующий специалист в области воспитания. Так, теперь вот один из основных документов – это план-график мероприятий по внедрению профстандарта. Нет никаких особых требований официальных
по оформлению подобного документа. Единственное, есть такой документ, как постановление правительства Российской Федерации номер 584, а полные выходные сведения, вы его видите на экране. Вот это постановление требует, чтобы в плане графики были представлены все списки стандартов, которые вы планируете к внедрению. Далее, данные о необходимых корректировках в местных нормативных документах и также размещены данные о необходимости проведения дополнительных образовательных программ для специалистов. Коллеги, давайте вот по этим позициям я пройдусь более подробно. Итак, что имеется в виду под списком стандартов? Вообще-то у нас в библиотеках, вы, думаю, понимаете, должны быть уже внедрены не только этот профессиональный наш стандарт специалиста, но в том числе и профессиональные стандарты программиста и других специальностей и профессий, если они у вас отражены в ваших штатных расписаниях и если на эти профессии или должности уже существуют профессиональные стандарты. Поэтому я, когда выступаю, рассказываю, я всегда рекомендую, если есть желание, если есть возможность, то надо, наверное, разрабатывать план-график мероприятий не по внедрению только нашего одного профстандарта, но, например, и по внедрению профстандарта программиста. То есть это будет единый план-график, где прописаны мероприятия по внедрению вот этих двух стандартов, если у вас еще профстандарт программиста не введен. Эту работу вам все равно придется делать, поэтому одновременно можно вводить в действие сразу несколько профессиональных стандартов. Дальше. Данные о необходимых корректировках в местных нормативных документах. Обращаю ваше внимание, справа вы видите те небольшой лишь список локальных актов, в которые не обязательно должны вноситься изменения, но могут вноситься изменения. Все зависит от того, какие позиции профстандарта внедренные потребуют изменения текстов вот этих документов. Далее, данные о необходимости проведения дополнительных образовательных программ для специалистов. Здесь как бы очень просто и все понятно. То есть по большому счету вы планом, графиком устанавливаете разработку каких-то образовательных мероприятий для тех специалистов, для которых они необходимы, чтобы вы потом в итоге могли приказом утвердить, что квалификационные характеристики того или иного специалиста соответствуют требованиям вашего профессионального стандарта. Ну, коллеги, вот я сюда на экран вывела цель. Я вам рекомендую цель брать ту, которую мы здесь заявили, обеспечение перехода на работу в условиях действия профессиональных стандартов или профессионального стандарта. Тут уже вы смотрите сами, я думаю, эта цель такая универсальная, она подойдет под каждый наш регион. Ну и вот здесь на экране вы видите задачи, я не буду на них останавливаться. Я думаю, они системно вытекают из самой цели. Коллеги, что касается мероприятий плана графика, вы сюда должны включать все мероприятия, буквально до издания каких-то дополнительных приказов, ну и так далее и тому подобное. Я бы сюда в обязательном порядке включила проведение мероприятий по ознакомлению сотрудников библиотек с профессиональным стандартом, потому что, к сожалению, из-за того, что очень много ходит всяких каких-то непонятно откуда появляющихся слухах, иногда люди беспокоятся о том, что их могут уволить, если их квалификационные характеристики не соответствуют требованиям профстандарта или так далее. Поэтому первым делом я все-таки считаю, что у вас в библиотеках должна вестись серьезная разъяснительная работа, что же такое профессиональный стандарт, для чего он нужен и какую пользу и выгоду он принесет, в том числе и всему библиотечному сообществу. То есть эти планы мероприятий, планы графики, уважаемые коллеги, они по большому счету тоже есть в сети интернет, но здесь, если вам необходимо, я могу вам выслать наш план, который у нас уже утвержден. То есть вот мы с вами разработали все основные документы для непосредственно работы уже по внедрению профстандарта, и вот мы начинаем с вами над
реализации второго этапа или основного этапа. В чем он заключается? Опять же, в рамках этого этапа вы по большому счету просто лишь реализуете, выполняете все те мероприятия, которые у вас заявлены в вашем плане графики. Вот и все. Ну, обязательные такие виды деятельности – это, конечно же, составление списка работников, кому предстоит переход на профессиональные стандарты. А по большому счету это все ваши работники, названия должностей которых, ну, по крайней мере, соответствуют, вернее, даже так, не название должностей, а название функционала соответствует тому, что заявлено в нашем профессиональном стандарте. Далее, опять же, в соответствии с планом графиком, вы устанавливаете для каждого этого сотрудника их потребность в профессиональном образовании или в профессиональном обучении. Уважаемые коллеги, если квалификационные характеристики вашего сотрудника полностью соответствуют требованиям профессионального стандарта, это замечательно. Все, это говорит о том, что он уже работает в рамках введенного в действие профессионального стандарта. То есть никаких дополнительных видов деятельности с этим сотрудником вам проводить не надо. Ну и непосредственно в рамках этого второго этапа вы организуете систему обучения сотрудников или курсы повышения квалификации, или курсы переподготовки. Очень часто задают вопрос, что там, например, есть требования и к высшему образованию, и все равно что-то может не соответствовать. Коллеги, мы с вами понимаем, да, что сейчас найти библиотеку специалистов, квалификационные характеристики которых полностью совпадают с требованиями профессионального стандарта, невозможно от слова совсем. Поэтому мы исходим из того, что у нас с вами есть. Но если в обязательном порядке, я вам просто рекомендую, если есть такое несоответствие, например, в уровне образования, просто-напросто, организуйте и проведите для этих ваших сотрудников какие-то курсы. Конечно, чтобы вот эта система обучения должна быть подтверждена каким-то документом, специальным документом, подтверждающим, что этот сотрудник прошел те или иные курсы, образовательные курсы. Ну вот я сюда специально выписала вот этот страх, который очень часто возникает у сотрудников, что меня уволят при случае несоответствия квалификационных характеристик. Коллеги, вот разъяснение Минтруда России. Кстати, я сразу же рекомендую вам пользоваться этими разъяснениями и на сайте Минтруда. Там по многим нашим вопросам даны очень четкие ответы. Так вот, там сказано, что работодатель вправе проводить аттестацию работника, если его характеристики не соответствуют требованиям квалификации, но он обладает достаточным практическим опытом, и так далее. То есть этот человек спокойно может продолжать работать на своем рабочем месте, если есть вот это решение аттестационной комиссии. Ну и я вам напомню, уважаемые коллеги, что вот вы видите, как формулируется решение аттестационной комиссии. Оно должно быть у вас так и сформулировано. То есть мы не формулируем, например, что квалификационные характеристики работника соответствуют. Нет. Если вы будете так формулировать решение, это должно быть просто отмечено в аттестационном листе этого сотрудника, аттестацию который проходил. Но именно как решение аттестационной комиссии, это те формы этих решений, которые у нас официально с вами заявлены в положении о проведении аттестации работников культуры, который еще достаточно давно был утвержден Министерством культуры Российской Федерации. Далее, мы с вами знаем, что в нашем новом профстандарте достаточно много новых должностей. Как быть в этой ситуации? Вы обратили внимание, что там достаточно должностей такого специфического направления, специального направления. Библиотекарь-комплектатор, эксперт и так далее и тому подобное.
насколько как бы целесообразно все эти новые должности вводить в нашу с вами штатное расписание. Вот мое мнение, что если мы говорим вообще о муниципальной библиотеке, мне кажется, вот это дробить этого нет смысла. Функционал разный, одного наименования должности, он может прописываться только лишь и меняться в должностной инструкции для каждого специалиста по его направлению деятельности. Поэтому вы принимаете это решение сами. Но вводить ли все названия должностей или все-таки выборочно подойти к этому? Но вот тут принципиально важный вопрос, обращаю ваше внимание, что соответствующая должность может быть введена из профстандарта в ваше штатное расписание, может быть введена только при условии наличия утвержденного базового оклада для этой наименования должности. Я вам напомню, что базовые оклады для специалистов государственных библиотек по разным должностям у нас утверждаются правительством субъекта Российской Федерации, а для муниципальных библиотек соответствующими распорядительными актами глав местного самоуправления, муниципальных районов или городских округов. Вот если вы решили вводить то или иное наименование должности, да и в целом по всем должностям, когда речь идет о введении профстандарта, мы должны с вами обязательно внести изменения и дополнения в их должностной инструкции. То есть мы должны с вами утвердить должностные инструкции в новой редакции. Министерство труда и социальной защиты нам рекомендует, что главное, что должно соответствовать в наших должностных инструкциях и профессионального стандарта, это как раз перечень квалификационных характеристик. Что касается содержания и текста этих инструкций, уважаемые коллеги, сразу же не надо переписывать вот те такие сложные, мощные фразы из действий, там, прав, обязанностей, то, что написано в профессиональном стандарте, не надо все это переносить в должностную инструкцию. В должностной инструкции вы корректируете эти названия, опять же, вы их адаптируете. Но еще раз прошу, ни в коем случае не надо просто-напросто дублировать. Еще очень важный момент, то есть они не должны совпадать. Текст профессионального стандарта и текст должностной инструкции не должны соблюдать совсем, потому что эти два документа выполняют совершенно разные функции. Должностная инструкция должна быть коротко, четко, емко, каждая позиция должна быть прописана. Ну и так далее. Что еще по поводу должностных инструкций? То есть вот сейчас вы уже можете у себя начать в рамках плановой деятельности работу по редактированию этих должностных инструкций, потому что по большому счету работа предстоит достаточно большая. Далее, следующий страх, вот специально его выписала, потому что очень многие боятся и говорят о том, что если будут вводиться новые названия должности в штатное расписание, то у меня понизится зарплата. Коллеги, категорически, особенно сейчас обращаясь к руководителям, категорически внедрение профессионального стандарта никаким образом не ведет к возможному уменьшению заработной платы сотрудников. Вы мне можете задать вопрос, а что нам делать, если вот там нет таких названий должностей, как библиотекарь первой и второй категории, а сразу же идет библиотекарь, ведущий библиотекарь и главный библиотекарь. Я вам скажу, опять же, на примере того, как мы для себя приняли решение. Мы будем у себя последовательно убирать вот эти названия должностей с категориями. Почему? Потому что мы считаем, что очень сложно разделить объемы и уровни ответственности библиотекаря первой и второй категории, потому что на практике, по большому счету, получается так, что эти две как бы разные должности, но они практически выполняют одну и ту же работу. Поэтому, если вы
будете убирать эти категории и переводить ваших сотрудников на библиотекаря или ведущего, соответственно, библиотекаря, да, это вот эта рамка вот этих категорий между вот этими двумя названиями должностей. Я вам рекомендую прежде всего, конечно, надо смотреть по квалификационным характеристикам. Какой библиотекарь первой категории была должность, вот сейчас его квалификационные характеристики больше какой должности соответствуют. Ну и, соответственно, переводить этого библиотекаря библиотекаря первой категории, условно говоря, на эту должность, на должность библиотекаря. Единственное, еще раз обращаю ваше внимание, что библиотекарь не должен пострадать в заработной плате, то есть вы, уважаемые руководители, вы должны через стимулирующие выплаты размер заработной платы довести до того уровня, который он был. Ну и второй момент, на который вам стоит, конечно, обратить внимание, это вообще фонд заработной платы. Можно, конечно, всех библиотекарей первой и второй категории перевести на должность ведущего библиотекаря, но это, я так понимаю, что это значит чаще всего бюджет по заработной плате библиотеки следует увеличивать. Если вам смогут увеличить бюджет, то это, конечно, хорошо. То есть вот такое вот распределение по должностям, по названию должностей у вас и будет. Ну и еще один страх, и я сразу же обращаю ваше внимание, внедрение профессионального стандарта не значит, что мы меняем функционал сотрудников. Это совершенно другая работа. Я бы вам даже не рекомендовала это делать, потому что если специалист решит подать в суд и заявить о том, что ему изменили функционал, не согласовав с ним и не предварительно не поставив его об этом в известность, то любой суд примет сторону вашего специалиста. Поэтому, уважаемые коллеги, вы вносите какой-то новый функционал в должностную инструкцию, которую вы будете перерабатывать в соответствии профстандарта, но весь этот функционал в обязательном порядке должен быть согласован с вашим работником, и он должен согласиться с тем, что да, я согласен выполнять новые для себя функции, новые для себя виды работ. Ну и, уважаемые коллеги, еще один очень важный вопрос, который часто задают. А что делать при приеме на работу сотрудников, если их квалификационные характеристики не соответствуют требованиям профессионального стандарта? Уважаемые коллеги, у нас с вами небольшой выбор на рынке труда, поэтому мы принимаем на работу те кадры, которые у нас с вами есть на данный момент. Если их квалификация соответствует требованиям профстандарта, ну, замечательно, я вас поздравляю. Ну, а если нет, вы организуете его дополнительное обучение, чтобы максимально приблизить его квалификационные характеристики к требованиям профессионального стандарта. И я рекомендую уже при приеме на работу такого специалиста сразу как бы определять его необходимость дополнительного обучения, а может быть и получения именно второго высшего образования. Ну и в заключение, я считаю, что наш профстандарт – это вообще очень классная штука, она нам действительно с вами очень нужна. Вот при приеме специалиста на работу в библиотеке я рекомендую вообще, прежде чем принимать в библиотеку, дайте познакомиться с профстандартом. Все равно человек должен представлять, да, в каком море ответственности и вообще работ он будет находиться, работая в библиотеке. При взаимодействии с властью там очень четко прописаны и очень грамотно прописаны как бы даже функции библиотеки. И вот через наши вот эти требования, через виды деятельности, которые там заявлены, мы можем апеллировать к власти и говорить, чем сегодня занимается библиотека. Поэтому вот этот блок я вас прошу, не забывайте. Очень важный момент, и он нужен в случае трудовых споров между работником и работодателем. То есть если работник что-то отказывается делать и считает, что или не хочет, вернее, идти учиться куда-то или повышать свою квалификацию, вы всегда можете сослаться на квалификационные требования, которые заявлены в профстандарте.
Ну и, конечно, вот это разработка наших планов профессионального развития и при разработке курсов профессиональной переподготовки. Так что, уважаемые коллеги, я в заключение хочу сказать, что это действительно очень нужный документ, но и самое главное, что срок внедрения нам как-то не скорректирован, не определен четко, поэтому у нас с вами есть время поработать, ну и просто понять, что это такое, для чего нам нужен этот документ. Коллеги, большое спасибо, я закончила. Здравствуйте снова, коллеги. Ну, что такое профессиональная компетенция, я уже не буду вам зачитывать, и вы все знаете, что это такое. И тем не менее, необходимо сегодня отметить, что в нашей профессиональной сфере все чаще уже поднимается вопрос о том, что специалистами библиотечной отрасли отмечается, что сегодня существует определенный разрыв между требованиями интенсивно меняющейся библиотечной практики, развитием новых услуг и форм обслуживания пользователей и имеющимися профессиональными компетенциями сотрудников библиотек, в том числе и занимающимися комплектованием. Комплектатор сегодня – это человек, который должен владеть необходимыми знаниями в современных методах организации технологий комплектования фонда, знать основы ценообразования на книжную продукцию, уметь в том числе осуществлять анализ состава и использования фонда, быть немножко юристом, быть немножко бухгалтером, экономистом и так далее. В связи с чем стала назревать проблема, что же в итоге сегодня необходимо отражать в должностных инструкциях комплектаторов, потому что все эти знания и умения, и навыки, отражением которым в должностных инструкциях обходились еще лет 10 назад, сегодня уже не устраивают ни работодателей, ни работников. Поэтому как нельзя вовремя у нас в стране появился профстандарт специалиста по библиотечной информационной деятельности, в котором и прописаны, на мой взгляд, те важнейшие параметры профессиональной деятельности комплектаторов и фондовиков, соответствующие требованиям современной действительности. Но о нем было сказано в предыдущем докладе очень много, поэтому не буду на нем останавливаться подробно. Анализ ежегодных аналитических отчетов муниципальных библиотек о деятельности по фонду, а также анализ запросов, поступающих к нам на постоянной основе, позволяют мне сделать вывод, что у специалистов нет практических навыков анализа состава фонда и эффективности его использования. Специалистами, работающими с фондом на разных технологических участках, не применяются совсем или очень слабо имеющиеся в их распоряжении методы сбора информации. Если мы с вами рассмотрим в динамике за 3 года стат-показатели, которые мы получаем от вас ежегодно, то увидим, что там, где отмечается, допустим, неудовлетворительная ситуация с использованием фонда, эта самая ситуация никак не меняется из года в год, а где-то даже усугубляется. То есть данные констатируются, но не анализируются, а значит, не происходит своевременной оценки качества фонда, не выявляются при его формировании ошибки и отклонения, а значит, и ситуация никоим образом не исправляется, а только усугубляется. Наиболее часто за последние 3 года мне задавали вопросы, которые входят в круг обязательных профессиональных знаний и умений комплектаторов. Какие документы необходимо в фонд принимать в будущей модельной библиотеке? На какие критерии опираться? На что обращать внимание помимо стоимости изданий при выборе тех или иных изданий, особенно одинаковых произведений, но изданных в разных издательствах? У каких издательств покупать лучше? Где искать информацию? Какие книги лучше списать, а какие необходимо оставить в фонде в обязательном порядке? То есть коллеги забывают или не знают о существовании книжного ядра публичной библиотеки и его основных задачах. Проблемы у коллег вызывают учет отдельных видов документов. Самостоятельно не отслеживаются изменения, вносимые в нормативные правовые акты, касающие непосредственно деятельности по комплектованию, учету и использованию фонда. Проведенное нами в октябре исследование, анкетирование по выявлению проблем, связанных с работой с фондом, которые осознаются непосредственно самими специалистами, подтвердило, что большинство специалистов библиотек считают необходимым совершенствовать свои знания в данной области. И вот такой вопрос нам был им задан. И что мне хотелось бы отметить, что все-таки коллеги осознают, что им необходимо учиться, но тем не менее обходятся абсолютно общими фразами.
консультации по комплектованию, обучающие там мероприятия по учету, там, не знаю, по сохранности фондов. То есть такие общие, так это надо взять учебник тогда и почитать, да, если вот вообще во всем не хватает знаний каких-то. А все-таки мне бы хотелось, чтобы нам дали ответы, что конкретно. Вот есть библиотеки, где конкретно ответили, допустим, что они не понимают, да, и чтобы они конкретно хотели узнать от нас, чтобы мы им предоставили необходимую информацию. Необходимо отметить также, что 40% библиотек ответили, что у них не возникает проблем, связанных с фондом. И что интересно, в числе этих библиотек, которые ответили подобным образом, в том числе входят и библиотеки, в которых отмечаются явные проблемы в составе развития и использования фондов. Анкетирование также показало, что в отделах комплектования и обработки муниципальных библиотек работает очень много специалистов, не имеющих библиотечного образования. Таким сотрудникам сложно вдвойне, так как у них отсутствуют базовые знания, и им, наверное, все-таки необходимо начать как минимум с обучения по специальности библиотековедения в Республиканском колледже культуры, хотя бы с этого начать. А затем уже свои действия направить на повышение квалификации по различным направлениям деятельности, связанным с фондом. Для тех, кто имеет уже профессиональное образование и желает получить современные знания по всем аспектам работы с фондом, могу сказать следующее. В рамках реализации стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 30 года Институт дополнительного образования Российской национальной библиотеки по заявкам и в дистанционном режиме проводит обучение для комплектаторов и в целом для специалистов, работающих с фондом, по программам «Школа комплектатора. Формирование фондов муниципальных библиотек» и «Школа комплектатора. Формирование фондов модельных библиотек», где как раз слушателей знакомят с особенностями комплектования фондов в условиях цифровой среды, знакомят с основными трендами современного документного рынка и на что обратить внимание и что учитывать при составлении политики комплектования. Также подобную программу повышения квалификации предоставляет Кемеровский государственный институт культуры. А вообще я хочу сказать, что учреждений по фондам, кто предоставляет вот такие услуги, много, их можно найти. Самое главное, на что обратить внимание, что при выборе необходимо учитывать, что основной целью повышения квалификации должно быть совершенствование системных знаний о фонде, современных технологиях его создания, подготовка к решению практических задач по формированию фонда с учетом ее миссии и профиля библиотеки. Все, у меня все. Спасибо за внимание.